Здравствуйте, меня зовут Марат Даниэль. Я был учеником Нуржана Любавича в школе РФМШ. На данный момент мы работаем над проектом Окуданатин, который является мобильным приложением, и целью которого является облегчение и улучшение процесса изучения казахского языка в школе. Основными фишками нашего приложения являются база данных наших текстов и словаря, функционал Оку Мобайл и Оку Премиум, автоматизация создания заданий и их оценки. Давайте все покажу поподробнее в нашем приложении. Сначала покажем, что будет видеть учитель. Учитель заходит в приложение, выбирает класс, например, 7А, и у него появляется список класса, а также ссылка, по которой ученики могут к нему подключиться или отправить ученикам. Сами текста находятся во вкладке Тапсырма. Наши текста написаны филологами так, что они покрывают лексический минимум каждого из разделов минимум на 90 и более процентов. Также они опираются на слова из прошлых разделов, так что ребенок не забывает эти слова и текста не забегает вперед. Сам текст выглядит так. Новые слова выделены другим цветом. Посмотрев текст, учитель может перейти к настройкам задания. Можно выбрать режим либо формативка, либо домашнее задание, название задания и дедлайн, а также можно выбрать задания по тексту, которые будут показываться ученикам. Давайте выберем шаршы ойна, дұрыс-бұрыс и тест-сұрақ. Вот так выглядят задания, которые учитель может корректировать и дальше отправить ученикам. Учителя могут загрузить любой свой текст, используя Оку Премиум. Все текста становятся автоматически кликабельными, новые слова текста автоматически выделяются и автоматически генерируются вопросы по данному тексту. Давайте попробуем загрузить, например, Абайдың бірінші қара сөзі. Вот текст преобразовался и стал кликабельным. То есть по нажатию на слово его дефиниции и переводы всплывают снизу. И давайте посмотрим задание. Например, араласқан сөз и жоқ сөз. Теперь перейдем к ученикам. Ученики после подключения к классу будут видеть задания, которые будут отображаться тут. Заходя в задание, они будут видеть текст в кликабельном формате, то есть нажимая на слова, они будут видеть дефиниции и перевод слов. Теперь ученикам не нужно будет тратить время на то, чтобы искать каждое слово отдельно. Они будут просто кликать и видеть объяснение. После текста будут идти задания. Давайте посмотрим, например, шаршы ойна. И после этого ученик может сдать свою работу. Кстати, все текста для вторых и третьих классов будут идти вместе с картинками. Вот, например, картинка для текста про Аян и Айнур, которые решили порыбачить. Однако их прогнал злой дядя, придя позже них. Хотя этот дядя уснул, и Аян с Айнур смогли все равно порыбачить и поймать свою рыбу. Мы продолжаем работать над улучшением наших баз данных и функционала приложения. И Нуржан Любавич вносит неизмеримый вклад в рабочий процесс. Если у вас есть фидбэк, которым вы хотите поделиться, просим вас написать на эту почту.